Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В вузах и СУЗах региона начали работать приемные комиссии. Сколько абитуриентов ожидают учебные заведения и, главное, сколько бюджетных мест выделено в этом году? Какие профессии особо популярны на сегодня у молодежи? И совпадает ли эта популярность с запросами экономики региона? Обо всем этом беседуем с нашим гостем в студии Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Да, Вот, и приветствую наших земляков, жителей Республики Саха-Якутия. вот сколько, давайте начнем с базы, да, с базовой информации, вот сколько в этом году выпускников школ? Ну да, это очень важно, потому что все смотрят свои шансы, да, своих конкурентов. Ну, 11 классы оканчивает чуть более 7 тысяч, не такая большая цифра. Девятиклассников значительно больше, 14 312, ну вот на данный момент, тех ребят, которые предполагаем, что должны успешно завершить свое обучение. Поэтому вот этот шаг, он, в принципе, как раз отражает пропорции последних лет при поступлении. То есть практически половина девятиклассников после окончания 9 класса, они идут в колледжи и техникумы. И вот как раз получается 14,7. Ну, в Российской Федерации пропорция, она еще чуть больше. То есть примерно 62% девятиклассников, они идут в колледжи и техникумы. Остальные выбирают обучение в 10-11 классе с целенаправленной подготовкой для поступления в вузы. То есть можно говорить о том, что среднеспециальные профессии сейчас более востребованы. Ну да, но они более востребованы, и государство об этом говорит. И те предприятия, которые создаются в стране, мы видим с вами, что, слава богу, да, много новых заводов, фабрик, новые производства появляются. И именно в сфере СПО идет активное формирование новых специальностей. Еще несколько лет тому назад это были вузы, где у нас появлялись новые специальности. Теперь, вот, например, в этом году, по данным Минпросвещения Российской Федерации, более 250 новых специальностей появилось. Ну вот в этом году, когда начинается прием документов в учебные заведения? Ну, здесь хорошо, то есть сложившаяся многолетняя практика. 20 июня обязаны открыть свои двери все вузы, все колледжи страны. Это единая дата. Единственное, конечно, как всегда, вот мы с вами говорим, да, и можно, кто-то через соцсети информацию получает, читает где-то, кто-то вот рассказывает, но самым главным документом для любого поступающего является правила приема. Правила приема общие и правила приема в конкретный вуз и колледж. Поскольку есть очень много нюансов. Мы прям с вами прекрасно понимаем, что вот дата 20 число, она оговорена, а вот завершающая дата, она будет разной в зависимости от специальностей. То есть если специальности творческие, если они предполагают сдачу определенных экзаменов, то понятно, что прием заявлений и документов вот завершится значительно раньше, потому что дальше нужно будет пройти эти процедуры. Если не требуется, если все у тебя сдано, и все экзамены у тебя сданы, то ты просто ожидаешь того, когда завершится общий прием, и дальше уже ты будешь участвовать. Ну, мы понимаем, да, о том, что учиться это одно, а работать другое. Вот целевое обучение, да, такое понятие, мы его прекрасно знаем и понимаем. Вот кто может рассчитывать, в принципе, на целевое обучение? Какие документы нужны, чтобы поступить именно на целевые места? Ну, здесь эволюция, наверное, последних 5 лет. То есть вообще, конечно, у нас в голове все еще продолжает сидеть вопрос целевой прием. Так мы много лет жили. То есть это обозначало, что на этапе абитуриентства ты ищешь, да, себе потенциального будущего работодателя, заказчика, заключаешь с ним предварительный договор и с этим участвуешь в приоритетном заключении, то есть на поступление квоты целевого приема до общего конкурса. Сейчас подходы изменились. И изменились таким образом, что все-таки целевое обучение, а не просто целевой прием. Во-первых, они возможны на разных курсах, то есть это позволяется и на втором, и на третьем, и на четвертом оформить данный договор. Вот. И, конечно, еще главным является то, что теперь сам договор будет подписываться не до зачисления, а после зачисления. То есть, вот, в процессе учебы можно нет, даже, да, ну да, практически так обозначает. Но просто именно вот даже на первом курсе, то есть вот то, что сейчас новое, это появилось, то есть человек, да, заявится, что у него есть заинтересованность именно поступить на целевое место под эту вакансию этого работодателя, но сам договор они подпишут только после того, как человек обретет статус студента. То есть он студент, и после этого он подтверждает свои обязательства. Ну, какие преимущества дает именно такой момент? Ну, преимущество главное, это, конечно, взаимные обязательства.
потому что здесь получается, что и работодатель берет на себя дополнительные обязательства, это и выплата дополнительной стипендии, оказание иных мер поддержки и рабочее место, то, которое вот устраивает обе стороны. Это, наверное, самое главное. Ну и я говорю, что все-таки целевое обучение – это все-таки взаимные обязательства. И для страны в целом это очень важно, потому что таким образом государство подсказывает людям, где есть потребность, то есть где они смогут себя реализовать. Ну и плюс студенту самому тоже удобно, когда работодатель его уже уведет, можно сказать, до места работы. Ну, даже более, Сергей, здесь удобно стало действительно тем, что если раньше все-таки эта забота была абитуриента, ему надо было искать, ему надо было заполнять этот договор, распечатывать, нужно было направлять в вуз, прикреплять. Это, слава богу, много лет работает, но вузы могли при модерации сказать: извините, вот тот договор, который вот вы подписали, не той формы, там недостаточно прописано обязательство стороны работодателя, и мы не можем вам отдать это целевое бюджетное место. То теперь все это идет следующим образом. Вот с 1 мая 2024 года совсем вот только вступило, очень короткий период еще прошел, практически только месяц. Работодатели обязательно регистрируются на федеральном портале «Работа в России». Это бесплатно, это достаточно быстро. И далее работодатель, исходя из того, что в стране примерно 90 тысяч учебных мест выделено для поступления, например, в вузы, как в рамках квоты целевого приема, работодатель имеет право подать туда заявку. То есть работодатель размещает: да, я заинтересован в том, чтобы ко мне пришел учиться человек, который далее будет согласен по этой специальности работать у меня на производстве. Ну, плюс работодатель может описать там описываются требования, там, может, это на самом деле у нас, мы в республике давно отрабатывали, то есть и требования, и средний балл аттестата могут расписать, потом там есть специальности с допусками определенными. То есть в этом плане удобно. Ну и, конечно, в связи с этим сам срок работы как комиссия, он немножко будет более длинный. Мы уже сейчас вот издали приказ о том, что у нас с 20 июня по 30 сентября будет организована работа приемной комиссии, соответственно, помощь, консультации, взаимодействие. Михаил Юрьевич, ну вот какие специальности на сегодня в Якутии наиболее востребованы? Ну, это мы можем оценивать, конечно, по активности работодателей. В этом году просто она, понимаете, получается, она в две волны идет. То есть мы традиционно отработали, как это у нас принято по организации целевой подготовки, до 1 октября 2023 года. Ну, все так делают. Контрольные цифры приема за год, за полтора уже известны. И там у нас традиционно последние годы две группы специальностей сменяли друг друга, как бы лидеры. Это были здравоохранение, медицинские специальности, и инженерное дело, технические специальности. В этом году, значит, инженерное дело чуть больше заявок, чем здравоохранение, но в лидеры вышли педагогические специальности. То есть довольно много вакансий образовалось. Здесь, с одной стороны, можно, ну, не очень радостно вроде бы, да, что в нашей отрасли много вакансий. С другой стороны, это показывает как раз изменения в федеральном законодательстве, потому что в рамках целевой подготовки школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы получили право выступить вот заказчиком. То есть они сейчас под свои вакансии, под свой, так сказать, будущие периоды, под тот кадровый состав, который у них на данный момент есть, на смену поколений, они подают заявки вперед. Поэтому вот на данный момент у нас и на портале «Работа в России», это вот отмечается тоже, наиболее активно сфера образования выступает. А вообще, вот как можно подать заявки на целевое обучение? Заявка на целевое обучение, это тоже очень важно. Она подается, то есть когда абитуриент приобретет статус активного абитуриента, то есть начиная с 20 июня. Здесь, получается, одновременно человек подаст два заявления. То есть он подает заявление на поступление в вуз, и там же параллельно сразу он выбирает из перечня уже вот этих вакансий, там, где бюджетное место от Российской Федерации, оно воссоединилось, да, с заявкой от конкретного работодателя, и там уже абитуриент определяется. И в этом году тоже одно из нововведений, это то, что заявиться именно на квоту целевого приема можно только на одну специальность в один вуз. Мы это правило ввели давно, поскольку это целевая подготовка. И здесь я бы сразу тоже хотел, наверное, пояснить, потому что это многие затрудняются с этим вопросом, о том, что когда вы подадите заявление на поступление на целевое место,
то это не обозначает, что у вас нет права подавать и для поступления на конкурс на общих основаниях. То есть при поступлении на целевое место вы можете оказаться не единственным претендентом, такое тоже возможно. И тем более в этом году эта система становится реально прозрачной на всей территории Российской Федерации. То есть ребята смогут видеть все предлагаемые возможные варианты во всех вузах страны, от всех работодателей страны. То есть такая вот, значит, миграция, возможно, внутри страны. Ну и, соответственно, я все-таки рекомендую обязательно и ставить вторую галочку при подаче заявления, то есть не только на квоту целевого приема, но и на конкурс на общих основаниях. Соответственно, тогда у вас все-таки есть возможность поступить, есть шансы больше. Ну, целевое обучение, да, оно означает, какой вообще срок, да, работы уже непосредственно на работодателя. Да, здесь тоже очень большие изменения были. И мы тоже отработали здесь с профильным комитетом по образованию Государственного собрания ЛТУМЭН Антонина Афанасьевна Григорьева. У нас внесены изменения в наше региональное законодательство. Почему? Потому что если ранее мы привыкли все 3 года, еще с советского времени. Да, мы знаем. Долго жили с этим режимом, то есть ты обучился, дальше ты должен отработать 3 года. Сейчас изменилось, то есть сейчас четко оговорено не менее 3 и не более 5 лет. Соответственно, устанавливается. Сейчас тоже я вижу неправильное толкование, они начинают идти в СМИ, вот, в соцсетях, люди пишут, все, теперь 5 лет нам устанавливать. На самом деле это вопрос договоренностей между заказчиком и обучающимся. То есть от 3 до 5 лет. То есть работодатель сам уже решает, да, на какой Да, срок работодатель это условие выставляет на входе. Здесь тоже, вот, да, тоже очень правильно вы задаете вопрос. Что же произойдет, если вот человек подал заявление, вот, как да. абитуриент, он был зачислен, а после зачисления, до начала обучения, то есть он вдруг скажет, я не хочу заключить договор. Такое тоже возможно, это прописано. Соответственно, в этом случае абитуриент должен быть отчислен с этого бюджетного места, вернее, уже студент. То есть вот он зачислился. Раньше, к сожалению, были случаи определенного обмана. То есть люди соглашались, предварительный договор заключали, подписывали его, поступали на бюджетное место целевое, а дальше вдруг говорили, нет, я передумал. Ну и могут быть личные факторы, в конце концов. Здесь никто не застрахован, ситуация меняется, личные обстоятельства. Поэтому здесь тоже очень хорошо, что это сейчас продумано. Поэтому здесь, ну, единственное плохо, что в этом случае, скорее всего, заказчик останется без того, кого он ожидал. Здесь такая вероятность есть. Но сам человек, да, он может отказаться. Он может отказаться, и тогда у него выбор. То есть он с бюджетного места будет обязан уйти, поскольку оно шло по другому режиму. Это все-таки режим благоприятствования, это приоритетное зачисление. Но у него есть возможность остаться обучаться, это уже на его выбор, например, на платном месте. То есть вуз это предложит. Михаил Юрьевич, в любом случае, студенты, если поступили, я считаю, что они обязаны учиться, это уже это понимаете. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Сейчас наступает горячая пора, время поступления. Желаем, чтобы она прошла хорошо, и наши студенты обучились и нашли необходимую для себя специальность. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.